Добрый день, уважаемые коллеги, профессиональное сообщество Российской Федерации. Республика Коми приветствует вас на очень значимой республиканской конференции «Формирование экологической культуры на уроках и во внеурочное время». Мы очень рады, что именно сегодня в рамках конференции будут представлены результаты проекта, который значим не только для нашей республики, но мы очень надеемся, что он приобретет особое профессиональное значение для педагогов Российской Федерации. Сегодня на уровне Российской Федерации происходят глобальные изменения с точки зрения технологий, определения новых методик и инфраструктурных решений, которые направлены на развитие профессиональных компетенций педагогов. Но в центре нашего внимания, конечно же, обучающиеся. И формирование экологической культуры – это значимая задача, которая сегодня стоит перед педагогическим сообществом не только нашей республики, но мы знаем, что во многих субъектах Российской Федерации данное направление занимает важное место в контексте проектной деятельности, сетевых образовательных программ. На уровне Республики Коми у нас есть сетевые партнеры, и мы, конечно, очень рады, что сегодня центром нашего внимания будет являться уже лучшая практика, которая сформирована именно сетевым сообществом. Гимназия номер 1 города Сыктывкара, которую возглавляет Попова Слава Николаевна, стала победителем федерального конкурса. Именно заявка, которая еще в прошлом году была представлена от гимназии номер 1, определила основные направления деятельности гимназии и формирование, конечно, новых технологических решений по актуальным проблемам развития школьного экологического образования. На уровне Республики Коми активно включается в этот проект Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Это опорный вуз Республики Коми, который активно сегодня включен в реализацию концепции экологического воспитания обучающихся. Конечно, очень важно, что среди сетевых партнеров гимназии и представители экоцентра Сыктывкарского государственного университета. Поэтому, уважаемые коллеги, мы осознаем, что именно благодаря и принятым кадровым решениям, и определению правильно функций каждого партнера мы сегодня будем не только обсуждать проблемы, но предлагаем уже и конкретные решения, которые направлены на формирование экологической культуры. Нам сегодня предстоит обменяться научно-педагогическим опытом. И в центре нашего внимания уже не проблемы, а именно пути совершенствования совместной деятельности по развитию компетенций в области экологической культуры. Уважаемые коллеги, мы очень надеемся, что в рамках данной конференции, конечно же, наша федеральная инновационная площадка в дальнейшем будет представлена и на федеральном уровне, и опыт проведения республиканских конференций, он, конечно, будет рассмотрен на уровне Российской Федерации как одна из интересных практик не только по трансляции опыта, но и по созданию современных инфраструктурных, кадровых решений, ну и, конечно, все связано с формированием того содержания, которое необходимо сегодня в контексте реализации и федеральных государственных образовательных стандартов. Вот такая интересная у нас программа, исходя из общих направлений. И, коллеги, я буду сейчас представлять основных участников, которым вы уже будете иметь возможность задавать вопросы. И в контексте именно выступления каждого из участников вы в разделе «Вопросы» либо в чате, мы очень надеемся, в
включитесь в профессиональный диалог. Итак, уважаемые коллеги, вместе с нами в онлайн-студии Светлана Николаевна Попова, директор гимназии номер 1, город Сыктывкар, Дейтер Вера Борисовна, заместитель директора по воспитательной работе данной гимназии, Рябова Ольга Николаевна, заместитель директора по научно-методической работе гимназии, Костромина Ирина Викторовна, заместитель директора по учебной работе. Вот такая профессиональная команда. Ну и теперь команда Сыктывкарского государственного университета. Лиханова Надежда Владимировна, кандидат биологических наук, педагог дополнительного образования Республиканского центра дополнительного образования, ведущий специалист научно-образовательного центра «Экоцентр» Сыктывкарского государственного университета. И, конечно, очень важно, что вместе с нами сегодня представлять опыт республики будет Сергей Николаевич Плюснин, доцент, заместитель директора и заместитель заведующего кафедрой экологии Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Уважаемые коллеги, итак, команда Республики Коми, команда гимназий, сетевые партнеры включаются сейчас вместе с вами в работу конференции. И позвольте мне передать слово Светлане Николаевне Поповой, которая и представит участие в федеральном проекте гимназии и именно в контексте партнерских отношений, именно как результат по формированию экологической культуры учащихся. Светлана Николаевна, вам. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Гимназия номер 1 города Сыктывкара сегодня хочет поделиться с вами опытом, который мы наработали в процессе участия в федеральном конкурсе грантовом по экологическому воспитанию. И тема сегодняшнего моего такого обсуждения – участие в федеральном проекте как результат формирования экологической культуры учащихся. Дальше. Прежде всего, нам хотелось бы обратить внимание на то, что проект, в котором мы участвовали, содержит две составляющие. Во-первых, обращаем внимание на самоуправление учащихся, а во-вторых, на взаимодействие с органами местного самоуправления. У нас замечательный небольшой район города Сыктывкара, Эжвинский район. Он очень компактный, находится в 17 километрах от города Сыктывкара. И нам легко взаимодействовать с администрацией, потому что, в принципе, мы всегда находимся в тесной связи с администрацией Эжвинского района. Они являются частыми гостями на наших мероприятиях. Наши дети прямо знают в лицо главу нашего района, и поэтому всегда администрация Эжвинского района поддерживает нас во всех начинаниях. Наш проект инновационный называется «Эко-Эжва», и он направлен не только на формирование культуры, экологической культуры обучающихся, но, конечно же, направлен и на то, чтобы эта культура развивалась и становилась выше у жителей Эжвинского района. Дальше. Когда мы стали участвовать в проекте, мы прежде всего определили для себя, а что мы можем. И мы, команда и администрации гимназии, собрались и подумали, есть ли у нас предпосылки для участия в таком грантовом конкурсе. За плечами у нас уже был опыт 2 участий и неуспешный опыт, когда мы в этих грантовых конкурсах участвовали. Но что касается вот как раз экологического образования совместно с администрациями Эжвинского района, у нас здесь все получилось хорошо, потому что были замечательные предпосылки. Ну, во-первых, предпосылкой является то, что в гимназии уже более 20 лет существует орган самоуправления. Сейчас он называется Совет учащихся парламент. Раньше он был без совета учащихся, но все равно наши ученики всегда брали инициативу в свои руки и выходили с мероприятиями в школы Эжвинского района, приглашая и детей других школ к себе. У нас была развитая система внеурочной деятельности, направленная на экологическое воспитание учащихся. Было тесное взаимодействие с детской общественной организацией Эжвинского района «Ребячья республика» и тесное взаимодействие с администрацией Эжвинского района. И, конечно, вот в тот момент, когда мы сидели и обсуждали, какой именно экологический проект нам составить, нам разработать,
то большую роль сыграла и активность населения в период строительства мусорного полигона ШИЭС. Потому что вот такая волна гражданской активности, она как раз дала нам понять, что это является очень и очень актуальным. Дальше. Так, с чего у нас все началось, участие в грантовом конкурсе? Интересная задумка учителей начальных классов создать экологическую азбуку. И на момент нашего участия уже часть проекта «Экологическая азбука» была создана. То есть она как раз направлена на то, чтобы поднять уровень экологической грамотности учащихся. Всегда, когда вы выходите на грантовый конкурс, за плечами уже должно быть что-то наработанное, от чего можно всегда оттолкнуться. И для нас экологическая азбука, которая уже была разработана, размещена на сайте образовательной организации, которая предполагала большое активное участие учащихся и педагогов, только гимназии, конечно, вот в этом проекте, она была для нас отправной точкой. Но само по себе слово «азбука» понятно, что да, все буквы русского алфавита входят в эту экологическую азбуку. И на каждую букву есть интересный материал. Так, дальше. Отталкиваясь от экологической азбуки, мы спросили, во-первых, у наших школьников, потому что проект предполагал большой, конечно, процент самоуправления. Мы спросили у наших школьников, а что вообще им интересно? Зная о проекте «Экологическая азбука», у нас уже потом прошла такая интересная мастерская форума «Азбука успеха», где у нас были представители администрации Эжвинского района, руководитель детской общественной организации «Ребячья республика», представители нашего жилкомхоза и, конечно, проектные группы учащихся гимназии и педагогические работники гимназии. Вот когда мы собрались все вместе и поставили вопрос уже такой ребром, что и как нам нужно делать, оказалось, что у ребят есть огромное количество инициатив. И они выдвигали эти инициативы для обсуждения. А представители администрации Эжвинского района, представители жилкомхоза, взрослые люди, да, занимающиеся серьезными экологическими проблемами, они уже подсказывали ребятам, как лучше сделать, на что обратить внимание, что стоит разрабатывать глобально, а что можно сделать такими маленькими небольшими проектами. И вот как раз оттолкнувшись от экологической азбуки, пройдя через форум «Азбука успеха», мы потом привлекли партнеры всех учащихся Эжвинского района из других школ, потому что очень важно, чтобы дети, не только наши, но и все поняли, что от них зависит будущее района, от них зависит будущее страны, и они действительно уже в столь юном возрасте, но могут нести вклад как раз в развитие экологического воспитания. Дальше. Следующим этапом, как раз вот уже после обсуждения на форуме, у нас появилась идея баннеры на автобусной остановке. Маршрут номер 27, по которому всегда наши дети ездят в гимназию, как раз будет оснащен такими баннерами. Баннеры являются своеобразной переработкой страницы экологической азбуки. Вы видите букву, вы видите информацию, и вы видите адреса, куда можно вторсырье в Эжвинском районе принести для сдачи. Получается, что такие красочные, такие интересные, наверное, баннеры привлекут внимание не только детей, но и всех граждан, которые, то есть просто жителей Эжвинского района, которые находятся на остановках. И наши дети, отправляясь из дома в школу, будут четко понимать, что пока они едут, вот эти баннеры как раз на их пути. Дальше, вторым этапом разработки нашего проекта были наклейки на мусорные баки. Дети посмотрели, что, конечно, мусорные баки не всегда, может быть, находятся в таком хорошем состоянии. На сами баки не стоит делать наклейки, но возле баков эжвинских школ мы в скором времени эти наклейки разместим, где тоже часть
информации из экологической азбуки и, конечно же, адреса, куда можно отправлять вторсырье. То есть получается, что первая часть нашего проекта направлена на формирование экологической культуры. То есть нужно дать людям информацию, и, владея этой информацией, они уже будут поступать правильно. Следующий. Одной из составляющих нашего проекта является как раз вот внимание к нашей парковой зоне. Гимназии 45 лет. У нас богатый, очень красивый парк, но деревьям в парке по 45 лет. И дети уже давно определили это как сфера своей деятельности. Они посчитали, сколько в парке деревьев, какой их возраст, какие деревья больные. То есть у них была такая своеобразная карта нашего парка. И когда мы получили уже деньги на реализацию проекта, одной из составляющих явился как раз проект по благоустройству парковой зоны. Здесь вы видите две фотографии. Это уже нам подстригают деревья, приводят их в порядок. Но для того, чтобы это произошло, учащимся гимназии пришлось пройти достаточно большой путь. Потому что все согласования, все документы, которые нужно было подготовить, сделали наши учащиеся. И вы понимаете, что они приобрели огромный опыт работать в правовой зоне. Потому что оказалось, и для них это было своеобразным даже сюрпризом, что никто просто так срубать деревья или просто срубать ветки им не позволит. И вот это взаимодействие с Эжвинским районом, получение прямо вот постановления администрации Эжвинского района, да, вот привело к тому, что мы привели наконец-то свой парк в такое очень хорошее состояние. Так, следующий. Так. Конечно, вы понимаете, что много мероприятий проходит сейчас в гимназии, и мы даже удивились нашей активности, активности наших детей. Была проведена огромная просветительская работа не только в нашей школе, но и в школах Эжвинского района. Посмотрите, мы сделали и листовки в подъездах жилых домов, мы их подготовили и частично разместили. Мы провели акции на тропе здоровья лыжной базы. Мы устроили конкурс плакатов «Разделяй и властвуй». Классных часов у нас было сейчас очень много. Мы проводили викторины по знанию природы, различные конкурсы, мастер-классы, поделки из крафт-бумаги. Причем мастер-классы у нас пользовались огромной популярностью, и была прямо очередь на то, чтобы педагог пришла и мастер-классы с детьми провела. У нас в этот период, с сентября месяца вот до декабря, прошло огромное количество экологических акций. Сбор вторсырья, сдай макулатуру, накорми яка, Гаврюшу, сдай макулатуру, получи литературу. Были трудовые десанты, были экологические субботники, акции, съедобная кормушка, узнай и разделяй. То есть получается, что сам конкурс привел к тому, что интерес детей к экологии и к защите окружающей среды просто вырос в разы. И я, честно говоря, советую всем участвовать в таких федеральных конкурсах, потому что узнаешь потенциал своего коллектива, педагогического коллектива, понимаешь, насколько креативно могут они мыслить, узнаешь возможности своих детей, даешь им возможность себя проявить. И вот это как раз участие в грантовом конкурсе наши школьники, наши учителя ценят очень высоко. Следующий. Ну и в результате наших действий, конечно же, прежде всего, что ценно для нас? Появилась авторская методическая сеть на сайте «Конкурс школ РФ», где мы делимся своими наработками, где у нас есть уже более 20 партнеров, и они участвуют в наших мероприятиях, мы участвуем в их мероприятиях. Это, конечно же, однозначно серьезный рост педагогического коллектива. Это шаг вверх. Большое спасибо за внимание. Следующий, да. Следующим участником нашей конференции является Дейтер Вера Борисовна, заместитель директора по воспитательной работе гимназии. Пожалуйста, Вера Борисовна. Так. Презентация конференции 25. Другой.
Уважаемые коллеги, добрый день. Мое выступление будет направлено как раз на раскрытие потенциала школьного самоуправления, потому что именно школьное самоуправление является двигателем проектной деятельности учащихся. Детское самоуправление – это уникальный орган школьной жизни. Он предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации школьников, в том числе для проявления инициативы в области экологии. Ученики становятся организаторами мероприятий, и в гимназии кузницей таких вот как раз инициатив является Совет учащихся парламент. У нас имеется структура ученического самоуправления. Она представлена, на мой взгляд, в виде такого кораблика, макет, схема кораблика. И очень важно, что ученик имеет возможность проявить себя в различных областях. Это может быть спорт, это может быть интеллектуальная деятельность, это может быть сфера культуры, это может быть сфера труда. И, в частности, вот экологическое воспитание, оно как раз охватывает все эти сферы, и активность ребят проявляется через дела, которые совершаются совместно с другими активистами. Руководит деятельностью у нас Совет учащихся парламент под руководством президента, это также школьник, это активист, которого выбрали большинство учащихся школы. Какие задачи решает самоуправление? Если мы посмотрим на фотографии, то увидим, что это счастливые лица ребят, которые становятся управленцами, которые придумывают мероприятия, реализуют их. Они получают за это гранты и реализуют вот эти гранты совместно со своими одноклассниками, совместно со своими единомышленниками. Учащиеся таким образом приобретают опыт управленческой деятельности, происходит раскрытие и реализация организаторских и творческих способностей. Школьники ощущают собственную значимость, они чувствуют причастность к решению важных общественных проблем. Не нужно бояться отдавать инициативу детям, ведь большое количество задач могут решить сами ученики. И раньше эти задачи решались педагогами, но в нашей школе мы такую инициативу предлагаем ребятам. И развиваясь в различных видах деятельности, ученическое самоуправление двигает как раз проектную деятельность. Как строится работа школьного самоуправления в гимназии? Имеется определенный алгоритм работы, когда каждый понедельник происходит сбор актива учащихся, где планируются различные мероприятия, проводятся эти значимые мероприятия. И, конечно же, при реализации этих мероприятий происходит совместное творчество и гимназистов, и родителей, и учителей. В этой работе активистам гимназии оказывается поддержка администрации, а также педагогами гимназии. При подготовке мероприятия проводятся рабочие совещания с участием директора или его заместителя, обсуждается план подготовки и проведения акций, проектов, концертов. Затем проект готовится гимназистами и представляется на педагогическом совете и на родительских собраниях. Как правило, проект в дальнейшем реализуется совместными усилиями с привлечением партнеров. По тому, кто будет являться партнерами, помощь оказывают опытные педагоги, члены администрации Эжвинского района, все заинтересованные лица. Имеется также алгоритм проведения мероприятия органами самоуправления. Это постановка проблемы, ее актуальность, ну, например, проблема с утилизацией макулатуры. Как решить эту проблему? При приеме мозгового штурма как раз вырабатываются пути решения. Далее распределяются поручения за определенный участок деятельности, разрабатывается сценарий или ход мероприятия, организуется параллельно реклама о месте и времени проведения, приглашаются гости, партнеры, родители.
не забываем о том, чтобы продумать работу жюри и судейской коллегии, подготовить наградной материал и после окончания мероприятия провести анализ проведенного дела. Сейчас такие возможности становятся все шире, и не обязательно распечатывать какие-то бумажки, можно провести этот опрос через Google формы. Далее происходит публикация в средствах массовой информации. Это у нас страничка ВКонтакте, а также информация размещается на сайте гимназии. Очень значимым проектом стал для нас проект «Эко-Эжва». Это совместный проект с администрацией Эжвинского района. Его цель – благоустройство остановочных комплексов Эжвинского района баннерами с экологической информацией. Это повышение экологической грамотности населения. В рамках реализации этого проекта ребята организовывали сбор макулатуры, организовывали сбор пластиковых крышечек, проводили мастер-классы, организовали студию по изготовлению поделок из крафт-бумаги. Выходили с мастер-классами совместно вместе с педагогом доп. Образования в классы для того, чтобы, смотрите на фотографии, для того, чтобы изготовить уникальные закладки для учебников, для того, чтобы смастерить вместе подарочный пакет. И таким образом у ребят не возникало сомнений в том, что они делают правильно, когда собирают макулатуру. Ведь макулатура – это не просто мусор, это вторичное использование этой бумаги, которая может принести кому-то и приятные ощущения. Ребятами, активистами была разработана модель взаимодействия гимназического органа самоуправления с органами местного самоуправления. Эту модель можно представить как в виде лестницы, так и в виде спирали. В любом случае это будет лестница роста. Эта лестница роста состоит из 6 этапов. Это 6 этапов взаимодействия самоуправления школьников и органов местного самоуправления. Таким образом, мы видим, как в школе, в маленьком мире можно создать как раз вот этот вот взрослый мир, когда ребята, встречаясь с членами администрации Эжвинского района, которая владеет информацией, владеет статистическими данными реальными, предлагают ребятам проблему. И ребята задаются вопросом, а в чем же заключается эта проблема? Нужно провести опрос, чтобы узнать мнение эжвинцев, насколько для них это важно. Ребята проводят опрос. Администрация Эжвы оказывает правовое сопровождение, возможно, техническое сопровождение. Третьим шагом является этап идеи, когда ребята предлагают свои идеи по решению данной проблемы. Этот этап можно назвать от идеи до проекта. Четвертым шагом является создание самого проекта, когда ребята говорят, а мы решим проблему так. Ну, естественно, что силами школьников решить можно много творческих, вернее, проблему можно решить творчески, можно решить ее интересно. Все материальное и техническое сопровождение оказывается в функционале администрации Эжвинского района, а ребята — это как раз вот идеи, творческое решение. Реализовываться проект будет на 5-м этапе. Для того, чтобы реализовать проект, нужно объединиться, и объединяются здесь активисты всех школ Эжвинского района, объединяются единомышленники. В данном случае для решения проблем экологического характера в рамках реализации проекта «Эко-Эжва» это были представители жилкомхоза, это была Ребячая республика, это были библиотеки Эжвы. На 6-м этапе подводятся итоги. Проводится еще раз опрос, анализируются плюсы и минусы
И ребята решают, вернее, говорят, решили мы проблему или не решили. И очень хочется, чтобы проблема решилась, но из этой проблемы вытекла бы новая проблема. И мы снова выходим на шаг номер 1, и продолжается лестница роста. Мы надеемся, что проект «Эко-Эжва» даст нам новые силы для решения новых проблем, и ребята по-новому посмотрят и на свою деятельность, и на взрослых, которые здесь выступают не в роли назидателей и учителей, а именно в роли наставников и помощников. Спасибо за внимание. Далее слово предоставляем Ольге Николаевне Рябовой, заместителю директора по методической работе гимназии. Добрый день, уважаемые коллеги. Я продолжаю выступление моих коллег в гимназии, а именно хочу сказать о том, что большие проекты начинаются с проектов малых. И вот как у нас организована проектная исследовательская деятельность, сейчас я и расскажу об этом. В гимназии у нас разработана междисциплинарная программа по учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. Данная программа разработана в соответствии с требованиями в ГОС. И она ориентирована на все уровни образования, на начальное общее образование, на основное общее образование, на среднее общее образование и регламентирует данную деятельность. В данной программе прописана цель реализации проектной и исследовательской деятельности, а именно формирование опыта переноса, применения универсальных учебных действий в различных умениях учащихся, в различной деятельности. Здесь также прописаны и все метапредметные умения и задачи. И одними из самых главных задач является, конечно же, это сформировать умение выступлений на конференциях с проектами, с исследовательскими работами, умение представить свои работы на конкурсах и, конечно же, одно из самых главных умений – это учебное сотрудничество с различными специалистами, с различными организациями, как раз что нам и помогло выйти на наш большой проект. И в данной программе, как я уже сказала, прописаны регулятивные, коммуникативные, познавательные результаты и также предметные результаты. Здесь также мы и ориентируемся на данные результаты по направлению экологическому, по экологическому воспитанию учащихся. И мы проводим различные мероприятия, организуем нашу деятельность проектную и исследовательскую как в урочное, так и в неурочное время. В частности, через проведение различных проектных задач в урочной деятельности, организуем также презентацию проектов в рамках уроков, и потом эти проекты мы представляем, учащиеся представляют на различных уровнях. В частности, на гимназических чтениях «Лучик» для 1-4 классов, на гимназических чтениях «Искорка» для 5-8 классов и на гимназической конференции для 9-11 классов, хотя у нас бывает, что и 8 классы тоже выступают на гимназической конференции «Мы – будущее России». Во внеурочной деятельности также мы проводим очень большую работу, а именно мы говорим о том, что организуем деятельность в гимназических чтениях «Лучик», как я уже сказала, во внеурочное время, на гимназических чтениях «Искорка» и гимназических чтениях и на научно-практической конференции. А также еще хочу сказать о том, что в учебное время, конечно же, мы организуем деятельность по защите индивидуальных итоговых проектов на уровне основного общего образования, на уровне среднего общего образования, это индивидуальные проекты, а на уровне начального общего образования это групповые проекты.
Для того, чтобы у нас все прошло организованно, мы все это прописываем в приказах организационных, где организуются экспертные комиссии, и весь механизм прописывается, как организовать данную работу. В частности, допустим, на гимназических чтениях «Искорка» мы обязательно для младших школьников организуем экспертную комиссию, в которую входят педагоги, которые работают на уровне основного общеобразования, среднего общеобразования. И ребята, конечно, очень стараются, очень готовятся. Классные руководители 4 классов распределяют учащихся по группам, и обязательно есть группа, которая идет по экологическому направлению и имеет свое специфическое название. Вот на данном слайде вы видите первая группа у нас с данным экологическим названием. Ребята готовятся, они в процессе уроков готовятся и готовят материалы по окружающему миру для того, чтобы потом выйти вот на экологическое направление в рамках лучика и в рамках защиты проектов групповых. Готовится заместителем директора по методической работе темы. Ребята с помощью, через жеребьевку вытягивают определенную тему. И вот темы у нас по экологии, это обычно такие, что мы знаем о Земле, что мы знаем о воздухе, о воде, и что мы можем сделать, чтобы наш город был чистым. Ребятам выдаются определенные листы, можно сказать, что маршрутный лист, лист с заданием, они его изучают, и это пошагово им помогает выполнить задание. Лист очень подробный, они распределяют еще и роли. Вот в табличке здесь представлено, как можно распределить роли, кто за что будет отвечать. Ребятам на уровне начального общеобразования по теме экологии также предлагаются и иллюстративный материал, который им помогает оформить проект, будь то газета, либо буклет, либо какой-то другой проектный продукт. Также им предлагаются пословицы и поговорки. С помощью данных материалов ребята еще в том числе и расширяют свои познавательные умения, познавательные способности. Пословицы те, которые, может быть, они уже знают, может быть, которые уже использовали, но тем не менее лист с пословицами довольно помогает им всегда в работе. То есть чистота – залог здоровья, высказывания Антуана Сент-Экзюпери и другие. Также в помощь предлагаются иллюстративные материалы о чистых городах. То есть это ориентирует ребят на то, чтобы их город также был чистым. Вот на данном слайде представлен список самых чистых городов. В процессе работы ребята, как я уже сказала, тоже распределяют роли, и затем они выступают, и в процессе их представления, в процессе работы жюри их оценивает. Здесь вот лист продвижения, тоже лист продвижения, когда ребята выполняют задания, эксперты за ними наблюдают. И в листе продвижения ребята отмечают, и члены экспертных комиссий отмечают это в регулятивном листе, который вот дальше будет. Здесь вот представлены далее листы, которые предлагаются экспертам. Это листы оценки коммуникативных, регулятивных и познавательных умений, познавательных учебных действий. Здесь представлены 3 листа. Ну, допустим, в познавательных это, конечно же, умение работать с литературой, в регулятивных это умение ставить задачу, умение выдвигать лидера, который затем организует всех. И члены экспертной комиссии оценивают вот по этим критериям, которые здесь представлены на листах. Дальше, пожалуйста. Это вот 3 листа с коммуникативным, познавательным, регулятивным. Ребята затем выходят, защищают свой проект,
рассказывают о чистоте, что они могли бы сделать, чтобы город был чистым. И часто в своих идеях они как раз и предлагают сбор батареек, допустим, и где их можно было бы выбросить, предлагают, чтобы эти места были всем известны, предлагают ухаживать за деревьями, подметать мусор, не выбрасывать мусор, где попало, и так далее. Экспертная комиссия оценивает учащихся по 10 критериям, и в частности это критерии логичность выступления и, конечно же, социальная значимость проекта. По итогам готовится итоговый приказ, где отмечаются ребята, и вот на следующем слайде вы можете подробно увидеть, оценивание экспертной комиссии той группы, которую вот вы видели на слайде. То есть они представляли проект, что нужно сделать, чтобы наш город был чистым, и по каждому умению, по каждому действию они оценивались, и результаты очень хорошие, очень высокие, ребята старались. В процессе, как было сказано, учебной деятельности ребята разрабатывают проекты, то есть это могут быть буклеты. Далее на следующем слайде это газета, еще на следующем слайде, то есть разные материалы, которые позволяют им потом выступить. А сейчас несколько слов об организации проектно-исследовательской деятельности на уровне основного общего образования. Учителями были разработаны подробные критерии по оцениванию проектов в учебное время. И вот здесь вы очень видите подробно, как можно оценить проект. То есть регулятивные, коммуникативные, познавательные, учебные действия все оцениваются по критериям, которые подробно расписаны. Каждый учитель отмечает в своем классе или в своей группе уровень сформированности того или иного учащегося. Все учащиеся заносятся в список, отмечается уровень, затем в классе у каждого ученика определяется средний уровень сформированности универсальных учебных действий. Заносится все это в протокол, подписывается всеми членами жюри или всеми учителями в классе, если это свод по классу. На различных предметах проводится проектная деятельность, организуется исследование. В данном случае представлены слайды по предмету английский язык. И здесь мы видим, что ребята хотели бы, чтобы наша школа была эко-школой. I want our school to be an eco-school. И как раз видим те идеи, которые мы сейчас хотим воплотить, то есть отдельный сбор мусора. И это вот ребята пропагандируют, конечно, хотят, чтобы так было. И второй проект – это экологические проблемы нашего города. В 9 классе на уровне основного общего образования ребята защищают индивидуальный итоговый проект, разработано положение, регулирующее данную деятельность. В данном положении прописаны все необходимые моменты, как организовать свою деятельность, какие требования к оформлению работы, к защите работы. Также для проведения индивидуального итогового проекта организуется приказ, и в этом приказе мы отражаем весь механизм, который должны пройти учащиеся и педагоги при защите индивидуального итогового проекта. На данном слайде представлены критерии по защите проекта. Это здесь, конечно, и познавательные учебные действия, и коммуникативные, и регулятивные. Все это просматривается, все это в проекте должно быть у учащихся. На каждое методическое объединение у нас определяет темы проектов учащихся для защиты на уровне основного общего образования. Эти темы включают и экологическую направленность,
И на данном слайде представлен полный перечень. Это темы, некоторые ребята уже выбирали и далее тоже продолжают их защищать и работать по ним. Темы, которые выбрали в прошлом году ребятами, вот довольно интересные, и вода, ее роль, да, в природе, и экологические проблемы, и так далее. То есть все это ребят наших волнует, все это они хотят изучать и представлять. Ребята распределяются, девятиклассники распределяются по секциям. Комиссия определяется в соответствии с приказом, которая оценивает работу учащихся. Для 9 классов разработан паспорт. В паспорте они прописывают темы, они прописывают график консультаций со своими педагогами, и затем уже выставляются здесь отметки и оформляется отзыв. У экспертной комиссии лист оценивания с критериями. И по итогам оформляется проект. На уровне среднего общего образования процедура, можно сказать, такая же, но в паспорте есть некоторые особенности. А именно, на второй страничке вы видите, что ребята сначала защищают тему или идею проекта, и здесь тоже оценивается уровень сформированности универсальных учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных, и выставляется отметка. И затем проект реализуется, и они уже защищают свой реализованный проект, за что тоже выставляется отметка. На данном слайде вы видите листы визуализации учащихся, которые они представили на защите тем проектов, а также уже выполненные работы на уровне основного общего образования учащихся 9 классов. Затем хотелось бы несколько слов сказать о гимназических чтениях «Лучик», «Искорка», конференции «Мы будущее России». В частности, если мы говорим о гимназических чтениях «Лучик», то... Дальше, пожалуйста. То здесь тоже есть разработано положение, оформляется приказ, регулирующий нашу деятельность по «Лучику». Учащиеся распределяются классным руководителем по секциям, потому что секций обычно у нас в «Лучике» много, и чтобы было равномерно, ребята, чтобы были распределены в классе, вот проводится такая работа. Записываются в таблички участники, и потом им рекомендуется задавать вопросы на гимназических чтениях. И все это оформляется протоколом, затем приказом, пожалуйста, приказом, и итоги вывешиваются на стенде. Также информируются учащиеся и родители посредством сетевого города ГИС «Электронное образование». Итоги всех интересуют. Конечно, у нас всегда много участников, и темы обычно такие, как «Вторая жизнь пластиковой бутылки», «Мусору нет», «Батарейка из овощей и фруктов». Это вот такие темы учащихся начальных классов. На уровне основного общего образования в 5-7 классах в рамках «Искорки» учащиеся проходят такую же процедуру, подводятся итоги. Итоги доводятся до сведения родителей учащихся. На данном слайде представлены некоторые темы, и затем тоже оформляется приказ. «Мы будущее России», тут уже более серьезное выступление, и чаще всего данное выступление потом у некоторых учащихся выходит на индивидуальный итоговый проект. Ну, темы здесь разнообразные, иногда ребята
в рамках экологии, биологии, те предметы, которые их интересуют, они, конечно, очень серьезно готовятся, и итоги их всегда радуют, мы тоже информируем и приказом оформляем. В данном случае вот первая из тем очень интересная, это про борщевик, актуальная тема, которая нас всех интересует, и темы еще некоторые другие, которые, в общем-то, ребята успешно защитили. По итогам наших чтений, наших конференций учащиеся выходят дальше на республиканский уровень, на российский уровень. В частности, выступают на конференции «Я исследователь, я открываю мир», где занимают также призовые места. Вот такие наши итоги. Как я уже сказала, маленькие конференции, маленькие выступления, маленькие результаты ведут к большим. Спасибо за внимание. Так, и следующее я предоставляю слово Костромину Ирине Викторовне, заместителю директора по учебной работе начальных классов, и она представит свой проект. Добрый день, уважаемые коллеги. Я как раз хочу поделиться о том, как же все у нас начиналось, а именно о создании экологической азбуки. Мы задумались над словами Антона Павловича Чехова: если бы каждый человек на клочке земли сделал все, что он может, как прекрасна была бы наша земля. Мы с ребятами, с педагогами задумались, а что могли бы сделать мы для нашей Эжи, чтобы она у нас стала лучше. Мы организовали мозговой штурм, на котором ребята предложили очень много различных экологических понятий, экологических проблем. И мы увидели, что все эти понятия были на разные буквы. И мы решили их объединить и создать экологическую азбуку тех понятий, которые интересны именно для учащихся начальных классов. Цель нашего проекта вы видите на слайде. Это, конечно же, формирование учащихся экологической культуры, повышение экологической грамотности. И свою работу мы разделили на 3 этапа. Первый этап – это, естественно, подготовительный. Цель была подготовить условия для реализации данного проекта, набрать материал. Второй этап – внедренческий, на котором мы сейчас и находимся. И в конце этого года, 2021 учебный год, мы хотели бы уже проанализировать те результаты, которые у нас получатся. Хочется остановиться немножечко больше именно на внедренческом этапе, на том, на котором мы сейчас находимся. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, цель, конечно же, это реализация проекта и какие шаги мы предприняли. Мы прямо проанализировали и систематизировали тот материал, который у нас уже есть, и из которого мы могли бы создать странички экологической азбуки. Начали оформлять страницы. На данный момент, чуть позже это будет видно, у нас уже активно, то есть заполнено 20 букв экологической азбуки из 31 возможных, так как мягкий твердый знак мы не брали. Проводим мероприятия для наполнения экологической азбуки с привлечением учащихся начальных классов, родителей, педагогов гимназии и социальных партнеров. Собираем материалы для составления азбуки на данный момент. Размещаем полученные мероприятия на сайте гимназии. Чуть позже я тоже скажу, у нас уже создана страничка, и азбука размещена, и все с ней могут ознакомиться. Ну и вот об этом я и говорю, создана электронная экологическая азбука на сайте гимназии, даже существует специальный раздел экологии, куда она и помещена. Хотелось бы показать те направления, через которые мы реализуем нашу экологическую азбуку. Мы разделили все направления и формы на 4 группы. Это познавательные мероприятия, это цикл мероприятий, которые способствуют расширению именно экологических знаний во время учебного процесса. Это учебные исследования, это экскурсии, эконаблюдение. Следующее направление – это познавательно-развлекательное. Это те мероприятия, которые мы проводим в игрово-занимательной форме во внеурочное время. Эко-игры, эко-викторины, эко-презентации и так далее. Следующее – это социальные практики, без которых, конечно же, не может быть взаимодействия с органами самоуправления. Мы разрабатываем различные экологические акции, принимаем в них участие. Это различные социальные проекты, которые ребята предлагают нам, и различные экологические выставки. И 4-е направление – это проектно-исследовательская деятельность, о которой говорила сейчас Ольга Николаевна. В частности, ребята участвуют в конференции ВУЧИ, представляют свои проекты, очень много проектов именно исследования экологической направленности.
Ну и что же из себя представляет экологическая азбука? Ну, конечно же, мы сначала разработали содержание нашей азбуки. На каждую букву мы выделили то понятие, которое заинтересовало ребенка больше всего. Дали характеристику этому понятию. Конечно же, цель, для чего мы вводим это понятие, ну и список тех мероприятий, которые будут реализовываться в рамках раскрытия данного понятия. Например, если вы увидите букву А, это аккуратность, это соблюдение правил поведения в природе, в быту, в той же самой гимназии, где ребята у нас находятся большую часть своего времени. Цель – определение роли аккуратности в сохранении природы, здоровья человека. Ну, мероприятия, которые мы запланировали, вы видите в последнем столбике. На каждую букву набран такой материал. Мы, например, считаем, что эти понятия действительно для ребят очень интересны. Например, на букву «Ш» мы долго думали, что же можно сделать. И взяли такое, например, наверное, сейчас для нас актуальное понятие. Это шары гелевые. Как же они вредят человеку, являются ли они праздником или катастрофой. Далее под каждую букву, под каждое понятие мы начали уже набирать материал. Что же из себя представляет сама экологическая азбука? Ну, во-первых, это, конечно, те странички с понятиями, которые представлены в экологической азбуке и которые легли в основу экологических баннеров, которые будут размещены в Эшвинском районе, и как раз таблички, которые будут размещены рядом с контейнерами мусорными возле образовательных организаций Эшвинского района. Из чего же состоит эта страничка? Ну, во-первых, дается само понятие. Далее раскрывается причина катастрофы, связанная с этим понятием. Затем список и дел мероприятий, которые могли бы выполнить ребята данного уровня. Призыв, лозунг, чтобы сохранить нашу экологию. Ну и потом те акции, в которых мы можем принять участие или уже приняли участие. Несколько страничек вы видите на слайде. Если вы перейдете на нашу азбуку, вы увидите их, конечно же, в большем количестве. Что еще есть в нашей экологической азбуке? Это, конечно, проектные исследовательские работы, которые представлены нашими учащимися. Хочется как раз обратить внимание, Николай уже сказал на такую работу, которая называется «Вторая жизнь пластиковой бутылки», разработанная нашим учеником Трегубовым Тимуром. Почему хочется на нее обратить внимание? В прошлом году на сайте «Познание и творчество» президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был инициирован такой проект, как «Катализатор интеллекта», где было отмечено, что в проектной исследовательской деятельности нужно подключать уже учащихся начальных классов. Мы подключились, отправили работу одну из 5 Трегубова Тимура «Вторая жизнь пластиковой бутылки». Он в заочном этапе занял 2-е место. Но Тимур с мамой не остановились, они свою работу доработали. Они тесно сотрудничали с администрацией Эшвинского района, с нашим головным мероприятием лесопромышленным комплексом ЛПК. И их пригласили выступать на очный этап в город Обнинск, где Тимур выступил очень успешно и стал победителем очного этапа экологической конференции. Также в нашей экологической азбуке есть викторины, игры, классные часы, разрабатываемые учащимися гимназии, педагогами и даже родителями. Вот вы здесь видите уже викторину по органической химии. К нашей азбуке подключаются не только малыши, но и старшеклассники. В наше непростое сейчас время вы видите викторины, которые также создаются и в онлайн, и находятся на дисках. Отдельное место в нашей экологической азбуке занимает большой проект, который у нас уже реализован. Для нас ценно то, что он от начала до конца был разработан лидером нашего самоуправления парламента Поповой Ариной Константиновной. Этот проект был очень интересен как учащимся, так и родителям и педагогам. Но, во-первых, сначала были оговорены правила, которые будут встречаться в этом марафоне. Например, можно увидеть в нижнем правом углу 3 числа, 50, 35. Что же это значит? Здесь расписано, это баллы, которые ребята могут получать за успешное выполнение заданий. Не забывай, здесь как раз расписаны все правила, по которым они должны участвовать. Ценно то, что в этом онлайн-марафоне могли принимать учащиеся любых классов и включаться в него они могли на любом этапе. Всего таких этапов было 3. 3 недели ребята разрабатывали свои проекты, уроки, знакомились с различными понятиями, участвовали в викторинах. Вот эти этапы представлены как раз здесь, вы видите. Это проверялись знания учащихся на знания экологических тем. Это создавались свои проекты. В частности, «Вторая жизнь» тех
предметов, которые у нас уже отжили, что можно из них сделать. Ну и, конечно же, это история экологии. Также ребята попробовали себя в роли экологов, в роли педагогов. Они проводили сами классные часы мероприятия. Был дедлайн, то есть было ограничено время на каждое мероприятие, и обязательно должны были ребята отчитываться. У них была ссылочка, куда они должны были размещать свои материалы, конспекты, фотографии, и все, что было связано с этим марафоном. Марафон действительно получился просто на ура, изумительный. Отзывы были и от родителей, и от учащихся. Можно следующий слайд? Мы также обширно освещали этот марафон на страничке ВКонтакте нашего парламента, который могут посмотреть и родители, и желающие присоединиться, а также в нашей школьной газете «Тутрика». Дальше переключили. Ну что ж, еще дальше переключили. Назад вернитесь, пожалуйста. Назад. И еще раз. Еще раз. Вот как раз мы видим газету «Тутрика», где были освещены эти материалы. Если вы хотите познакомиться, вы можете выйти действительно на сайт наш, посмотреть эту азбуку. Она полностью размещена со всеми необходимыми вкладками и материалами. На каком же этапе экологическая азбука находится у нас сейчас? Следующий слайд, пожалуйста. Почему вообще экологическая азбука легла в основу такого большого проекта и грантового конкурса? Ну, во-первых, наши малыши решили выйти на классные собрания в другие классы и на родительские собрания. На этом они не остановились и решили выйти на заседание Совета учащихся парламента, где ребята-старшеклассники с интересом заслушали малышей и поддержали их инициативу. Таким образом, Совет учащихся парламента вышел к администрации Эржинского района с предложением создать совместный проект, который мы назвали «Экотеж». На данный момент у нас уже есть небольшие результаты. Данная азбука является победителем республиканского конкурса «Экология». Это мы среди учащихся начальных классов. Разработана и сейчас публикуется методическое пособие «Экологическая азбука», пока небольшим тиражом, пока только 40 экземпляров. Материалы экологической азбуки легли в основу разработки баннеров для оформления остановочных комплексов и мусорных контейнеров. Как же нас можно найти? Вот я говорила, что если вам захочется, вы можете выйти на наш сайт, который представлен, адрес сайта на слайде, а можно выйти и сразу на плашечку, которую вы видите справа, называется «Экология», и внизу находится экологическая азбука. Как же работать с нашей экологической азбукой? Вы видите на страничку, если вы выходите, все буквы. Вверху написано «активные буквы». Что это значит? Это буквы, которые дополняются содержанием. На данный момент у нас старшеклассники вышли с инициативой тоже создать свое содержание с теми экологическими понятиями, которые будут интересны уже им. Мы создадим еще содержание, дополним его, и проекты будем дополнять в нашу экологическую азбуку. Активная это буква, значит, которая содержит какой-либо материал. Нажав на саму букву, вы можете ознакомиться с тем материалом, который находится внутри данной буквы. Ну и в заключение хочется сказать слова Антуана де Сент-Экзюпери. Всем пассажирам одного корабля по имени Земля. Значит, пересесть на него нам просто некуда. И хотелось бы сделать так, чтобы пересаживаться над с вами никуда уже не хотелось. Ну а наша конференция проходит 25 декабря, поэтому хочется всех поздравить с наступающим Новым годом. И в наше сложное время, а наше здоровье зачастую зависит от экологии, пожелать вам крепкого здоровья, творческих успехов, ну и, конечно же, семейного благополучия. Ну а к нашей конференции подключается Лиханова Надежда Владимировна, она у нас онлайн, кандидат биологических наук, и она представит тему экологического воспитания, разработка экоблоков, опыт и перспективы. Можно нам включить? Ну, у нас должна быть на связи. Слышно. Да? Меня хорошо слышно, нет? Хорошо, здравствуйте, Надежда Владимировна. Ага, спасибо большое. Я хочу вам представить доклад «Экологическое воспитание. Создание экологических уроков, опыт и перспектива». Мне самой перелистывать? Или кто-то будет? Ага. Кто-то перелистывает или нет? Я не могу перелистать. Коротко о себе. Я являюсь педагогом дополнительного образования детского технопарка «Кванториум» города Сыктывкара.
Также работаю в университете ведущим специалистом научно-образовательного центра экологии и рационального природопользования ботанического сада университета и являюсь членом регионального отделения Российского экологического общества. Следующее. Ага. Сегодняшний век характеризуется значительным усилением экологических проблем, что в свою очередь вызывает необходимость формирования природосообразного экологического мышления личности, под которым понимается выдвижение на первый план и признание особо социальных ценностей жизни, так таковой, экологического благополучия и здоровья человека. Формирование компонентов экологической культуры школьников является на самом деле основной, даже сказать, государственной важной задачей. Следующий слайд. Сложившаяся экологическая обстановка в мире ставит перед человеком важную задачу – это сохранение оптимальных условий жизни в биосфере. В связи с этим остро встает вопрос об экологической грамотности и экологической культуре нынешнего поколения. К сожалению, у нас эти показатели находятся в настоящее время очень на низком уровне. Что же мы понимаем под экологической культурой человека? Конечно, это же уровень освоения человеком экологической культуры общества, проявляющаяся в способности к оптимальному взаимодействию с природой. Следующий слайд. Экологическая культура как целостная система включает в себе некоторые элементы. Это экологическая ценность, экологическое оправданное поведение, экологическая оценка, система экологических знаний и умений и экологический стиль мышления. Экологические ценности должны быть присвоены каждым членам цивилизованного общества. И важнейшая роль здесь, конечно, это в образовании. Принадлежит образованию. Для реализации данного направления мероприятия как раз и создаются экологические уроки. Следующий, пожалуйста. Цель экологического урока, можно его занятием сказать, можно лекцией сказать, это, конечно же, формирование нравственных норм поведения, направленных на то, чтобы приблизить детей к пониманию красоты окружающего мира, пробудить у них стремление к прекрасному, научить искусству мышления, любви к ближнему. Особый акцент, конечно, следует сделать на роли молодого поколения в решении вопросов экологии. Следующий слайд. Занятия должны, конечно же, учебные занятия, они, в общем-то, в принципе, ставят свои цели. Цели экологического учебного занятия – это является повышение обучающихся в вопросах экологии, экологической безопасности, пропаганды экологического ориентированного образа жизни, формирование и развитие ответственного отношения к охране окружающей среды, сохранению и изучению биоразнообразия. Цели перед вами представлены, и хочется их, конечно, прочитать. Формирование и развитие у обучающихся экологической культуры, которая включает формирование экологических чувств, ценностей, экологического мировоззрения, экологически ориентированного поведения. Также второй целью является формирование и развитие экологически ориентированного образа жизни, ответственного отношения к охране окружающей среды у подрастающего поколения. И, конечно же, формирование и развитие бережного отношения и любви к природе. Следующее. Что же мы получаем от занятий, от лекций экологической направленности? Конечно же, это сформированность элементов экологической культуры, ориентация поведения подрастающего поколения на экологические ценности, повышение интереса обучающихся к разным темам в сфере экологии, охраны окружающей среды, сформированное чувство здоровой тревожности и ответственности за сложившуюся экологическую ситуацию на планете Земля и ориентация обучающихся на дальнейшее экологическое образование. Следующий слайд.
Но тематика уроков экологии, направленных на решение поставленных экологических задач и целей, она может определяться целевыми и дополнительными показателями национального проекта «Экология». В экологии там расписаны разные направления, и, в общем, в принципе, экологические уроки можно вот по этим направлениям ориентир поставить по этим направлениям. При проведении экологических уроков, конечно же, рекомендуется особый акцент сделать на наглядно-образный материал. Это может быть видеофильмы, слайды, музыкальное сопровождение. С этой целью можно использовать работу компьютерных классов и имеющихся у школ или других организаций дополнительного образования каких-то технических средств. Перед вами представлены формы организации работы. Конечно же, в основном мы различаем такие формы организации работы, это как коллективные, массовые, они могут быть индивидуальные, наглядные, информационные, которые играют, например, роль в непосредственном общении между педагогом учащихся, между ведущим и участником, да, вот, например, экологического урока, занятия, но это тоже также может быть и в интерактиве, как экологическая тропа. Есть традиционные формы работы и нетрадиционные. Конечно, в школах в настоящее время до сих пор используются традиционные формы занятия и подачи материала. Но на самом деле в настоящее время все больше, в общем, акцент уделяется нетрадиционным формам работы. На самом деле тут слайд очень большой, да, и нетрадиционные, в общем, можно, в принципе, здесь вот прям приведены формы проведения, я не буду на них их перечитывать, да, потому что на самом деле это можно и брифинги проводить, и экологические игры, и наблюдения, и дни, вот как уже тоже рассказывали, да, очень и патрули, и трудовой десант, то есть интерактивных, досуговых, познавательных форм проведения работы, их на самом деле очень много, и можно в любом формате их применять для экологического развития учащихся. Следующее. И хочется, в общем-то, в принципе, так как я остановиться на организации проведения уроков экологии. Так как я являюсь непосредственным разработчиком общеразвивающих программ, методических разработок по экоурокам, методических наработок по экологическим тропам и разных развивающих других мероприятий по естественно-научному направлению, то, в общем, хочу поделиться своим опытом, что организация и проведение уроков экологии, вот, например, в начальной школе, так как малыши, школьники младших классов, у них доминирует эмоционально-чувственное отношение к миру и вообще друг к другу. Поэтому педагогу важно через слово, через образ, через иллюстрации, через развивающие игры, даже через инсценирование создать благоприятные условия для эмоционального восприятия школьникам учебной информации. Данные уроки для вот не только первых, но и там тоже для старшеклассников. Могу сказать, что в детском технопарке, когда я работаю с ребятами, мы разрабатываем экологические игры, экологические мероприятия и привлекаем, конечно, ребят и апробируем все наши игры, которые мы создаем на ребятах младших групп, выходим. Хотелось бы, конечно, вот мы разработали в этом году экологическую игру
и экологическую тропу для дошкольных учреждений, и мы начинаем уже ее апробацию, но вот у нас есть Unikvantum, вот и с этим разработанным материалом мы уже вышли к маленьким ребятам и проводят интерактивные, красивые, интересные уроки. Следующий, пожалуйста, перелистните слайд. Организация и проведение уроков экологии, конечно же, для 5-9 классов, она очень сильно отличается. Целесообразно использовать интерактивные педагогические технологии. Это, например, проблемно-диалоговую, да, технологию использовать. Использовать технологию развития критического мышления, технологии дизайн-мышления. Игровые формы тоже очень хорошо заходят в виде театрализованного представления. Также очень хорошо заходит кейс-технология. Но вот недавно, буквально вот, когда меня приглашали в гимназию, да, и мы там... Очень интересно ребятам было, в общем, применить технологии дизайн-мышления. На самом деле это очень популярная технология и очень хорошо заходит не только для разработки каких-то промышленных или промышленных каких-то конструкций или систем, но и тоже очень хорошо заходит при решении каких-то экологических проблем. Что же, вот эта технология, да, когда мы давали урок, я давала занятия с применением технологий дизайна мышления, ребята, во-первых, решали экологическую проблему водных объектов Республики Коми. Они выбирали, во-первых, сами в течение 10 минут они должны были найти все проблемы, то есть где-то, может, у кого-то услышали, интернета не было, мы им не давали целенаправленно, да, то есть это они должны были покопаться у себя в головке там и найти, где-то, может быть, слышали, где-то, может быть, увидели, где-то прочитали, где-то взяли со средств массовой информации, и они должны были в течение маленького определенного времени написать все проблемы водных объектов. Ну, конечно, так как мы живем в Республике Коми, то мы это все приурочили к Республике Коми. Когда был сформирован весь пакет вот проблем, да, мы, конечно, озвучили их с ребятами, что вот такие проблемы существуют. И как раз вот сама технология дизайн-мышления уже вот пошла вот на этапе, когда ребята должны были выделить одну какую-то проблему и решить ее. А решением могло быть все, что угодно. Это могла быть какая-то конструкция, это могла быть какая-то система, это могла быть какая-то технология, это даже может быть последовательность каких-то действий могло быть. То есть ребята должны были сами придумать, как они могут решить эту проблему, как они могут, с помощью чего, либо с помощью инструмента, оборудования или еще что-то. И на самом деле, в общем-то, в принципе, когда мы заслуживали ребят, действительно очень-очень хорошие идеи ребята предлагали. И, в общем-то, в принципе, действительно это было решением, одно из решений данной проблемы. На самом деле у нас вот урок был ограничен, да, во временных интервалах, а следующим, хорошо бы, если бы следующим этапом данного проекта, ребят, да, это можно назвать проект, потому что даже кейс-метод, применение даже кейс-метода, вот если бы мы вот эту технологию применили и получили в дальнейшем какой-то продукт, либо это будет, пускай даже методическая разработка или еще что-то такое, то, в принципе, вот эти несколько занятий, они бы вошли в кейс-метод, кейс-технологию. То есть и хорошо бы, если после вот таких занятий наработку каких-то решением каких-то проблем и с помощью формирования какого-то продукта, можно было бы этот продукт сделать, далее разработать.
и его потом представить. Вот это уже будет проект в целом. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, для 10-11 классов, конечно, хорошо такие мероприятия, как уроки дискуссионного характера, в виде диспута, может быть, даже организации какого-то мини-конференции. Очень хорошо заходят круглые столы. Хорошо тоже также заходят семинары с привлечением каких-то экспертов. Тоже очень хорошо идет. Ну и, в общем-то, в принципе, можно здесь как раз вот уроки исследования, в общем-то, в принципе, применить какую-то исследовательскую составляющую. То есть на уроках, диспутах хорошо бы вот на круглых столах с ребятами проговорить о экологических проблемах существующих, да, а выходом уже должна, может быть, являться как раз научно-исследовательская какая-то работа. Да, какая-то работа. Следующий, пожалуйста, слайд. Что же обычно в экологические уроки входят, и чтобы это было ребятам интересно? Конечно, хорошо, если бы эти экологические уроки, они были не на одну там пару, да, а ну, на несколько занятий. Если рассматривать одну проблему, то хорошо бы рассматривать ее за несколько занятий. Ну и давайте посмотрим этапы экологического урока. Как правило, это теоретическая часть. Это сама подача теоретической части, она может быть совсем разнообразна. Это могут быть рассказы, это могут быть видеосюжеты, это могут быть мультики, это будут фильмы. В интернете их очень много, и, в принципе, проблематика, да, проблема экологии сейчас просто с интернета можно взять и видеоролик, даже провести демонстрацию этого видеоролика по каким-то локальным или глобальным экологическим проблемам. Можно других регионов, можно нашего региона, можно вообще всей планеты, да. Ну и, в общем-то, в принципе, представить пути решения. Но вот еще раз говорю, хорошо бы, если эти пути решения находили сами учащиеся, применяя разные методики, как я вот вам говорила ранее. Второй этап урока можно планировать, разделить, кроме теоретической части, на творческую и на игровую часть. Конечно, для младших возрастных групп, да, для там, начальных классов, это очень хорошо идет рисование, лепка, загадки в стихах на тему природы, или, допустим, сделать презентацию «Что, где, когда», тоже очень хорошо, интересно идет, либо в таком формате интерактивном, да, типа спортивной разминки, как вот у меня делали ребята, вот площадка у нас животные, и в спортивном формате, да, там буквально пробежитесь несколько, там неопределенный участок, кто быстрее с вас пробежит. И ребята сделали такой плакат, спринт, и показали, взяли всех животных, в общем-то, в принципе, домашних, и написали, сколько километров в час, кто сколько бежит. И ребята, кроме своих собственных там успехов, я пробежал быстрее, там, я там всех вот такой, я хороший, быстрее всех, у меня первое место. Ребята как раз в формате вот этом, что сами пробежались, и они узнают, насколько быстро бегают животные. Также вот тоже в спортивном формате, да, было создание цепочки, да, то есть станьте друг за другом по росту, да, но тут же ребятам задается такое задание, что не только по росту взять, да, а мы даем карточки им с животными, с различными, да, и они знакомятся, что такое пищевая цепочка.
То есть они должны так эту цепочку подстроить, чтобы было понятно, что какое животное, кто кого съедает. Да, конечно, съедает это не очень хорошо, но тем не менее ребята знакомятся, что такое пищевая цепочка, и если цепочка отпадет, да, если этого животного не станет, то что с этой цепочкой происходит? И тогда мы уже объясняем и выходим на объяснение каких-то экологических ситуаций. Для средних и старших возрастных групп, конечно же, это были и интеллектуальные турниры. Это в виде квизов, это в виде квестов. Квизы, ну, в связи с нынешней обстановкой, да, и работой дистанционно, можно сейчас на любых носителях сделать квизы, дистанционно подключиться и провести такие квизы экологические. Это тоже очень интересно. На своем опыте могу сказать, что у нас как бы обязательно мы должны проводить внеучебные занятия, но занятия должны были проходить с родителями. И тогда мы с ребятами решили разработать квиз экологический по раздельному сбору мусора, тема была. И мы подключили родителей. Ребята находились здесь, в детском технопарке «Кванториум», в классе у нас в биоквантуме. И я вела, экспертами у нас были представители центра по ОПТ. Они курировали это все, вот это мероприятие, им тоже очень понравилось. А второй половинкой у нас, с кем мы соревновались, это были родители. То есть мы дистанционно попросили родителей подключиться и провести вот этот квиз. На самом деле было очень интересно, ребята очень много, то есть квиз – это вопросы-ответы. Победили, конечно, дети, это однозначно. Но такой формат тоже, он более интересный для подачи каких-то, для формирования и подачи, формирования экологических лекций. Третья часть – это практическая часть. Конечно, она подразумевает под собой проведение экспериментов с экологической составляющей, фрагменты проектной деятельности и, конечно, ее демонстрация. Может быть, даже демонстрация каких-то либо опытов, да, или экспериментов. Конечно, практическая часть, она еще подразумевает под собой это наличие какого-то оборудования. Но, честно могу сказать, что вот мы, например, если мы занимаемся микроклональным размножением растений, да, вот ребята обучаются этой технологии микроклонального размножения, то, в принципе, оборудование не нужно, создание только стерильных условий и освоение данной методики. Остальное, да, можно, в принципе, все сделать в пределах школьного класса. То есть у нас основная цель – это не сколько проведение эксперимента, да, а научение какой-то технологии ребят. И поэтому даже вот та составляющая, как создать стерильные условия ребят, как провести эксперимент, да, и получить безвирусный компонент, безвирусный материал, тут сразу ребята выводят на несколько составляющих проектов. Либо ребята будут создавать какой-то бокс стерильный для выполнения каких-то вот этих стерильных условий, да, для выполнения эксперимента, либо будут осваивать технологию микроклонального размножения, да, либо будут изучать, на каких видах растения, да, что из себя представляет растение, и перейти вообще в ботанику. То есть, в принципе, практическая часть, она вот именно экспериментальная, она может быть совсем разнообразной. Также, например, для младших классов я могу провести эксперименты, да, так как вот у гимназии 1, в частности, очень большая территория, это тоже сбор того же самого гербария, тоже интересная работа. Кроме гербария, да, вы, например, делаете
формируете интерактивный гербарий, да, где можно будет на страничке в интернете посмотреть, какие виды растений у вас присутствуют, какие, может быть, со временем появятся, и у вас будет даже такой атлас дней, да, либо атлас года, да, что мы вот в этот год посадили, вот сделали, и у вас в виде, когда заходишь на сайт, и появляется вот такой интересный материал. Это тоже будет являться экспериментом, это тоже будет выливаться в какую-то проектную деятельность. На самом деле результаты ребят уже увидят не только учащиеся, которые делали, да, там, когда идет предзащита проектов, например, а если у вас этот материал будет висеть на сайте школы, и это будет не только ученикам, но я думаю, что родителям тоже будет интересно, или всем, кто заходит на сайт школы. Следующее, пожалуйста, слайд. Хотелось бы рассказать о ресурсах разработанных экологических уроков. Ну, давайте коснемся Республики Коми, да, вот здесь как раз представлен сайт Министерства природных ресурсов, на него можно выйти, на этот сайт, вот эта целая цепочка здесь представлена, да, куда можно поэтапно, где эти материалы находятся. Сейчас, в общем-то, в принципе, все мы загружены, очень много, да, и у некоторых, у педагогов, у учителей не хватает времени для разработки экологических уроков. На самом деле есть у нас на сайте Минприроды, куда можно выйти и, в общем, познакомиться с экологическими уроками, экологическими квизами, экологическими квестами. Можно с этим материалом ознакомиться и провести его. Также у нас существует сайт Коми «Территория чистоты». Тоже вот написана цепочка, куда можно выйти и увидеть методические разработки. Там тоже также имеются методические материалы, которыми можно воспользоваться. Они очень интересные. Они разработаны как раз по требованиям современной нашей жизни. То есть в том формате с применением тех технологий, которые сейчас бы интересны были детям. Сайт Центра экологического образования. Там просто есть вставка «Методические материалы», и тоже самое можно воспользоваться этими материалами. Из личного опыта могу сказать, что вот если мы коснемся федеральных ресурсов, да, из личного опыта могу сказать, что я сама даже иногда захожу вот на «Эко-класс РФ», это общероссийские международные экологические уроки, и там смотрю и формат этих уроков, да, могу ли я по какой-то тематике переделать урок, то есть, но тем не менее не совсем переделать, а применить те уроки к своим урокам или воспользоваться предлагаемыми уроками, которые там есть. Но и есть еще один из ресурсов, их, конечно, очень много, но вот я привела те ресурсы, которыми пользуюсь сама. Это инфоурок, это ведущий образовательный портал «Россия». Кроме уроков там представлены олимпиады, там представлены интересные интерактивы, там и методические разработки, и программы очень интересные, разные игры тоже есть там. Разные форматы представлены, но тоже можно этим ресурсом воспользоваться. Следующее. Ну, в общем, в принципе, все, что я хотела сказать про экоуроки, я сказала. Конечно, хотелось бы получить обратную связь, что если у кого-то есть какие-то вопросы, я бы на них ответила. Что касается именно разработки экологических уроков, лекций, занятий. И так как разрабатываю сама методические указания и методические рекомендации по экологическим урокам, то могу в дальнейшем кого-то проконсультировать. Спасибо большое за внимание. Уважаемые коллеги,
В рамках реализации инновационного проекта «Эко-Эшва» нами было предусмотрено, что социальные партнеры с нашими учащимися проводят эко-уроки. И вот предыдущий выступающий, Надежда Владимировна, с нашими учениками провела 3 урока. Также к нам приходили еще и представители Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. И следующий нас выступающий тоже был гостем нашей гимназии. Слово предоставляем Плюснину Сергею Николаевичу, доценту, заместителю заведующего кафедрой экологии Сыктывкарского государственного университета. Уважаемые коллеги, тема моего выступления будет посвящена скорее мотивации и алгоритму выбора тем, которые вы, в принципе, можете использовать, когда думаете на тему того, по какой теме же писать свои проекты, какую тему для исследований, или проектов выбрать. И в качестве моей темы «Экология нашего быта», индивидуальное воздействие на окружающую среду и потенциальный вклад в устойчивое развитие. Может, следующий слайд? Ну, в первую очередь, наверное, для обучающихся младших классов важно понимание смысла того, чем они занимаются. И если оно сформировано, то в будущем дети научатся и сами определять, какова цель, миссия тех проектов, исследований, уроков, которые они проходят. Ну и первое, с чего, как я думаю, мы могли бы начать, это показать обучающимся, что я несу в результате своей жизнедеятельности, каков мой экологический след. Второй вопрос, на который, я думаю, стоит попытаться ответить, как я вовлечен в глобальные региональные процессы, в том числе и экологического характера. Ну вот если мы поразмышляем, то мы видим, что, в общем-то, с нашего быта, с нашей простой жизнедеятельности начинаются те ручейки, которые выливаются в воздействие на окружающую среду, как прямое, так и косвенное. Мы все являемся потребителями энергии, воды, пищевых ресурсов. В то же самое время мы образуем отходы или меняем экотопы, в которых живут окружающие нас живые организмы. Можете следующий слайд? С другой стороны, мы сами являемся в какой-то степени заложниками, так скажем, той ситуации, в которой оказались и которую создали предыдущие поколения. Мы вовлечены в глобальные процессы, в том числе и процессы, происходящие в биосфере, в экосистемах. Например, мы все сейчас видим наглядно последствия изменения климата или загрязнения окружающей среды. Мы все столкнулись с пандемией, которая тоже является таким одним из следствий глобальных изменений, которые происходят на нашей планете. Ну и, конечно, мы можем непосредственно наблюдать и осознавать, как дом, в котором мы живем непосредственно, влияет на наше здоровье и на наше окружение. Можно следующий слайд. В то же самое время мы не должны фаталистически относиться, и, соответственно, у детей не должны формировать чувство выученной беспомощности. Да? Мы все являемся... Мы меняем мир, но мы его можем менять не только в худшую сторону, но и в лучшую сторону. И, соответственно, важно проанализировать, как те или иные аспекты и наши привычки влияют на окружающую среду, и как мы их можем поменять. Первое, с чего мы начинаем, это анализируем те факторы, которые мы создаем, и факторы, которые влияют на нашу жизнь. Если мы просто присмотримся к окружающему нас миру, к нашему дому, в первую очередь,
то мы увидим множество путей, по которым мы взаимодействуем с окружающим миром, с природой и с тем домом, в котором мы сами живем. В общем-то, на данном слайде представлен список объектов, которые вполне могли бы быть выбраны для изучения, для выполнения проектов, причем начиная с обучающихся младших классов. Мы все осознаем, что, в общем-то, от нас самих зависит наше здоровье. В то же самое время экологические факторы являются теми составными компонентами, которые также влияют на наше здоровье. Но в то же самое время это та вещь, на которую мы можем повлиять, поскольку тот образ жизни, который мы ведем, зависит в первую очередь от нас. Да, и, соответственно, мы можем любую из этих тем выбрать и развивать, иллюстрировать и исследовать каждый из этих аспектов. Можно следующий слайд. Абстрактно и, так скажем, политически, если выражаться, да, мы все стремимся к некому идеалу, когда, с одной стороны, мы не ограничиваем свое развитие и возможности для комфортной жизни, но, с другой стороны, наши взаимоотношения с окружающим нас миром выстроены гармонично. И сложилась такая концепция устойчивого развития, и для обучающихся, особенно для тех, которые в старших классах, в среднем звене, важно сформировать такое понятие, как устойчивое развитие, и какой вклад мы можем внести для того, чтобы наши взаимоотношения с обществом, наше влияние на общую экономическую систему и на биосферу было таким, чтобы не приводило к кризисам, подобным тем, проявления которых мы часто видим вокруг себя. И что касается экологии, экологического аспекта устойчивого развития, то я думаю, что мы все осознаем, и каждый из нас способен к тем вещам, которые перечислены на доске. Конечно, у каждого человека, каждого индивида и ученика свой характер, свои особенности, но я думаю, что среди перечисленных любой человек с любым складом характера может найти свою нишу. Интроверты, склонные к исследовательской деятельности, могут заниматься и уделять много времени поиску, распространению информации, проведению исследований. Те, кто привык и любит взаимодействовать с другими людьми, могут выбрать путь просвещения, участия в формировании экологической культуры, а может даже попытаться повлиять на органы власти. Я посмотрел, что гимназия как раз выстроила связи, взаимоотношения с органами местного самоуправления. В то же самое время есть в гимназии школьный парламент, то есть это может быть прекрасной площадкой для того, чтобы обсуждать в том числе и экологические проблемы, поднимать вопросы того, что нам хотелось бы в Эжве, в городе поменять, и что каждый человек может сделать для того, чтобы такие начинания благие воплотились в жизнь. Можно следующий слайд. И, конечно, уровни исследований, они могут быть разные, начиная от своего собственного дома или от дачного участка, но и выше стоящие уровни, например, город. Да, то есть мы видим те экологические проблемы, которые стоят перед городом или перед микрорайоном, в котором мы живем, и, соответственно, можем выбрать объект, который нам особенно интересен, или проблему, которая для нас кажется особенно актуальной, которую мы считаем, что в силах его решить. И, соответственно, выбрав это направление, продолжать его развивать. При этом важно, с одной стороны, выстроить и свою траекторию таким образом, чтобы это было не что-то одноразовое. С другой стороны, важно выстроить взаимоотношения между обучающимися разных классов, да, чтобы была преемственность, чтобы проекты были длительные. И особенно большую ценность как раз представляют такие проекты, когда представляют собой работу коллектива в целом, да, причем не только в данный момент, но на протяжении длительного промежутка времени. Скажем, в науке наиболее
важные статьи, наиболее важные публикации, они делаются не одиночками, а они делаются коллективами авторов, где каждый вносит свой посильный вклад, ну и, соответственно, получается нечто грандиозное, продуманное. То же самое можно сказать в отношении тех проектов, которые выполняются, например, образовательными учреждениями. Можно следующий слайд. Ну, что касается региональной экологии, то здесь, конечно, скорее сфера компетенции, наверное, региональных органов власти, но, с другой стороны, можно и обучающимся среднего звена давать эти темы для того, чтобы они прочувствовали. С другой стороны, возможно, и старшеклассники могут уже рефлексировать на уровне осознания тех процессов, которые охватывают регион, и осознавать важность тех или иных аспектов региональной экологии. Следующий слайд. В качестве еще одного мотивирующего, так скажем, аспекта на уроках биологии, географии, ну, в общем-то, других дисциплин можно уделять внимание статусу нашей республики как зеленой республики, как огромному субъекту Российской Федерации, в котором мы видим разнообразные ландшафты, биологическое разнообразие высокое и объекты, которые представляют интерес для мировой науки и для сохранения природного наследия. В общем-то, мы практически все компоненты ландшафтов, всех представителей видим в нашей республике. И вот на географии, на биологии, думаю, стоит обучающихся мотивировать в том числе и этим аспектом. И, с другой стороны, не только с естественно-научной точки зрения, но и с социально-экономической точки зрения экологические аспекты важны. К факторам и индикаторам устойчивого развития у нас относятся в том числе и экологические аспекты. Мы знаем, что и состояние экологической культуры определяет тот мир, в котором мы живем, и характер экономики, которая должна носить не хищнический характер, а рациональный характер. Мы должны относиться к природным ресурсам не к чему-то тому, что является неисчерпаемым, а задумываться о том, какова скорость воспроизводства тех или иных ресурсов. Может быть, какие-то те ресурсы, которые мы используем, они являются уникальными и исчерпаемыми, соответственно, их следует экономить. Таким образом, мы видим, что экология является одной из таких универсальных концепций. И, по сути, на любом из виде учебных дисциплин, в любой из учебных дисциплин можно раскрыть экологический аспект, включить его в свою учебную программу. Может, следующий слайд. Ну и в качестве таких проектов, в которых можно было бы поучаствовать, это вот проект экологического мониторинга. Он обычно включает в себя 3 основных этапа. Этап планирования, проведения исследований и анализа. Можно следующий слайд. В общем виде программа мониторинга может быть достаточно сложной, но на самом деле любой из этих модулей можно просто брать и его разрабатывать. Вот верхний ряд — это у нас географический аспект, средний ряд — это биологические аспекты, а нижний ряд — это экономические, социальные аспекты экологического мониторинга. Любой из этих модулей можно брать и разрабатывать. При этом какие-то отдельные аспекты можно даже и там, на уровне младшего звена подчеркивать. Ну и важно выбрать объекты для мониторинга. Если это природные экосистемы, то тот же самый, например, сквер возле гимназии, или там лыжную базу можно выбрать, да, в качестве модельной экосистемы. В Ижеве практически у каждой школы есть своя парковая зона, которая служит такой экосистемой в миниатюре, которую стоит изучать
фенологические наблюдения проводить, смотреть, как представлена, ну, например, местная флора дикая и культурные виды, как они чувствуют себя. В университете таким объектом является, например, ботанический сад, где обучающиеся могут в течение круглого года проводить свои исследования. Можно следующий слайд. При этом есть там и минеральный компонент, и водный компонент. Можно следующий слайд. Ну, либо искать объекты, если свой слишком обыденным кажется в окружающих нас ландшафтах. К примеру, есть хорошо доступны у нас заказники или участки леса, куда мы ездим там, отдыхать. Ну, та же самая лыжная база, да, хотя она не является особо охраняемой природной территорией, но тем не менее посещаема и интересна. Ну и, конечно, водные экосистемы, они являются таким изобильным в плане информации объектом, потому что в конечном итоге все загрязнители, с одной стороны, у нас идут в речные и озерные экосистемы, а с другой стороны, они служат средоточием биологического разнообразия, потому что стык разных сред, водной среды, наземной среды и, соответственно, большое количество биологических объектов именно сосредоточено там. Ну, в заключение, мне хотелось бы всем пожелать творческого вдохновения в реализации исследовательских проектов и в неурочной деятельности. Экология является одной из тех сфер междисциплинарных областей знания, которым действительно требуется приток свежих сил. Ученые в одиночку на самом деле не справляются с тем потоком информации, который существует. Вот представьте себе, что нужно создать сеть мониторинга, а официальных, так скажем, станций, где ведутся наблюдения, их не так уж и много. Было бы хорошо, если бы, в общем-то, все образованное население было так или иначе вовлечено в процесс сбора информации по окружающей среде. И это позволит нам получить объективную картину, какова ситуация. Может быть, на самом деле не все так плохо, как мы думаем. А может быть, наоборот, какие-то мы увидим тревожащие процессы, воспрепятствований, которых стоит уделить большое внимание. В области экологии много неизведанного. Это очень важно не только с научной точки зрения, но и с экономической, социальной точки зрения область знаний. Ну и замечательно, что наши школы, образовательные учреждения так активно включаются в процесс изучения окружающей среды, в которой мы живем, и участвуют в формировании культуры, знаний подрастающего поколения, которые будут сами ковать свое будущее, формировать свое будущее. И возможно, что если мы сформируем грамотных людей, которые будут осознавать последствия своей деятельности, то они уже не будут в столь большой тревоге от тех процессов, которые мы видим в настоящее время. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, хочу обратить внимание на слова Сергея Николаевича. Такие очень интересные. Чуть-чуть попозже. Наши школьники почему-то считают, что очень многое мы делаем, взрослые люди, плохого с точки зрения экологии. И у них на самом деле почему-то формируется упадническое настроение. Вот если мы так в практике рассматриваем, то им кажется, что мы тут наворотили каких-то бед, а потом им придется с этим жить, а может быть и расхлебывать все это. И получается, что наш проект позволил им увидеть, что не все так плохо, что проблема, да, она существует, но она решаема. И как раз в рамках этого инновационного проекта «Экоэжва»
дети, которые были включены в него, осознали, что проблема, во-первых, не настолько плоха, то есть вот грандиозна, это первое, да, а во-вторых, то, что с ней вполне можно справиться. И самый, наверное, такой важный результат нашего инновационного проекта – это как раз осознание того, что проблема есть, но она решаема. Я благодарю сегодня КРИРО, что они предоставили нам возможность рассказать о своем опыте. Благодарю наших социальных партнеров. Вообще в рамках инновационного проекта, конечно, мы расширили свои возможности, да, именно за счет того, что стали сотрудничать с Сыктывкарским государственным университетом, с Сыктывкарским лесопромышленным комплексом, с администрацией Эжвинского района, более, наверное, плотно стали сотрудничать с Ребячей республикой, нашей общественной организации Эжвинского района. И это дает нам определенную надежду на то, что в мире все сложится так, как надо, и экологическая проблема, она всегда будет, скорее всего, но она привлекает к себе внимание, а дети готовы ее решать, а мы готовы им помогать. Я не знаю, есть ли вопросы? Вопросов нет. Большое спасибо всем участникам нашей конференции, всем слушателям. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. До свидания. До свидания. Всех с наступающим Новым годом!